Здравствуйте, дорогие телезрители! Вновь передача «Пенсионный фонд России сообщает». И с вами я, начальник управления Пенсионного фонда в городе Канаш, Петрова Ольга Михайловна. В прошлой передаче я вам обещала рассказать о тех общественных организациях, которые работают у нас в городе. Но по вашим многочисленным просьбам мы сегодня поменяли тематику нашей программы и рассказываем вам об изменениях в пенсионном законодательстве. И об этом нам сейчас расскажет начальник отдела назначения перерасчета пенсий Барамышникова Светлана Вадимовна. Светлана Вадимовна, пожалуйста, что у нас меняется в законодательстве с 1 января 2019 года? С 1 января 2019 года у нас вступает в силу изменения, которые внес в законодательство о пенсионном обеспечении федеральный закон от 30 октября 2018 года номер 350 ФЗ. Вводится новое понятие «предпенсионный возраст». Это женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет, которые не являются государственными служащими и не претендуют на досрочное назначение страховых пенсий. Вводятся определенные гарантии для граждан предпенсионного возраста. Во-первых, для работодателей предполагается внести административную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, либо за отказ в приеме на работу граждан ввиду того, что они достигли предпенсионного возраста. Будут разработаны соответствующие стимулы для работодателей, утверждена социальная программа по повышению квалификации для таких граждан. За работодателем закрепляется обязанность ежегодно предоставлять 2 дня с сохранением заработной платы для того, чтобы граждане предпенсионного возраста могли пройти бесплатную диспансеризацию. Предполагается увеличить минимальный размер пособия по безработице для таких граждан с 4900 рублей до 11280 рублей и установить период такой выплаты сроком на 1 год. Новое законодательство предполагает повышение пенсионного возраста. С 1 января 2019 года при назначении страховой пенсии на общих основаниях поэтапно, шаг за шагом, с этапом в 1 год повышается нормативный пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин до 60 лет. И также увеличивается выход на пенсию для некоторых категорий граждан, выходящих на пенсию досрочно. Например, для лиц, проработавших 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и имеющих страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин соответственно, предусматривается повышение пенсионного возраста с 50 до 55 лет для женщин и с 55 лет до 60 лет для мужчин соответственно. Светлана Вадимовна, но пенсии северянам мы не столь часто назначаем. Нас больше, наверное, интересует назначение пенсии педагогическим и медицинским работникам. Что меняется у них, а что остается неизменным по новому законодательству? Пожалуйста. Досрочная страховая пенсия по старости педагогическим и медицинским работникам, лицам, то есть лицам, имеющим право на ее получение независимо от возраста, только если у лиц имеется необходимый специальный стаж, также будет постепенно увеличиваться выход возраста на пенсию на 5 лет в зависимости от года возникновения права. Не предполагается увеличение пенсионного возраста гражданам, работающих на тяжелых и опасных работах. Как мы все говорим, по списку 1 и по списку 2 и малые списки. К примеру, это электрогазосварщики, кузнецы, машинисты поездов. И также некоторым категориям граждан страховые пенсии, которые назначаются по социальным мотивам. Это, например, родители, воспитавшие ребенка-инвалида до 8 лет. Это многодетные матери, которые родили и воспитали до 8-летнего возраста 5 детей, и некоторым другим категориям граждан. Светлана Вадимовна, если медицинский работник имеет право выйти на пенсию по списку, это у нас, предположим, рентген-лаборанты, врачи-рентгенологи, у них, по сути, ничего не меняется, все остается так же, как и было. Да, если медицинский работник уходит на пенсию по списку 1 или по списку 2, пенсионный возраст у него не повышается. Светлана Вадимовна, скажите, пожалуйста, на переходный период какие-то послабления или льготы при выходе на пенсию предусмотрены в новом законодательстве? Необходимо обратить внимание, что предусмотрена льгота для граждан, которым предстоит выход на пенсию в ближайшие 2 года. Гражданам, у которых возникнет право на пенсию в 2019-2020 годах, с
Страховая пенсия может назначаться ранее возраста либо достижения сроков, предусмотренных новым законодательством, но не более чем на 6 месяцев. К тому же, если женщины имеют 37 лет страхового стажа, а мужчины 42 года страхового стажа, то они смогут на пенсию выйти раньше на 2 года общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее, чем 55 и 60 лет. Это говорит о том, что если, например, женщине в 2019 году исполняется 55 лет, и она имеет на эту дату 37 лет страхового стажа, то она имеет право выйти на пенсию при достижении 55-летнего возраста. Светлана Вадимовна, значит, те граждане, которые будут выходить на пенсию в 2019-2020 году, у них будет льготное отложение возраста при выходе на пенсию. В 2019 году это на 6 месяцев. Те, кто будет уходить на пенсию в 2020 году, это уже будет 18 месяцев. Да. Все правильно? Все правильно. Спасибо. Светлана Вадимовна, в новом законодательстве у нас появились новые льготники. Кто к ним относится? Это женщины, родившие и воспитавшие до 8-летнего возраста 3 и 4 детей. Если женщина родила и воспитала до 8-летнего возраста 3 детей, то она будет иметь право выхода на пенсию в 57 лет. Если 4, то в 56 лет. При этом следует иметь в виду, что таким гражданкам нужно иметь страхового стажа 15 лет. По новым льготникам понятно. Появилась новая льгота при рождении 3 детей, 4 детей, а старая льгота, в то, что было предусмотрено в законодательстве, женщины, родившие 5 детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста, также будут пользоваться правом выхода на пенсию в 50 лет. Светлана Вадимовна, теперь хочется поговорить про изменения, которые коснутся пенсионеров, проживающих на селе. Планируется с 1 января 2019 года гражданам, проживающим в сельской местности, не работающим и имеющим сельский стаж 30 лет, увеличение фиксированной выплаты на 25%. Следует иметь в виду, что если граждане в течение 2019 года представят в пенсионный фонд документы, подтверждающие работу в сельской местности, то им при наличии всех вышеперечисленных условий будет произведен перерасчет с 1 января 2019 года. А много таких пенсионеров у нас на сегодняшний день? В общем, по управлению таких пенсионеров около 4000. Работа сейчас ведется, отрабатываем списки, которые получены с отделения Пенсионного фонда по Чувашской республике. И надеюсь, что к 1 января у нас в основной массе пенсионеры уже воспользуются этой льготой. Да. В процессе работы нам приходится встречаться с населением, с пенсионерами в том числе. Очень много задают вопросов, как новое законодательство коснется действующих пенсионеров. Для действующих пенсионеров новое законодательство в принципе ничего не меняет. Просто закреплена правоприменительная практика в статье Федерального закона номер 400 ФЗ 26.1 о выплате пенсии работающим пенсионерам. То есть все знают, что перерасчет работающим пенсионерам в случае увольнения с учетом всех индексаций производится с 1 числа месяца, следующего за увольнением. Также все и останется для работающих пенсионеров. Светлана Вадимовна, и про повышение пенсий. В законодательстве предусмотрено 1 раз в год повышение пенсий, страховых, государственных пенсий. Что ждет пенсионеров в 2019 году? Как уже говорили, для работающих пенсионеров в принципе новое законодательство никаких изменений не вносит. Им пенсии будут выплачиваться также без учета индексации, пока они работают. А для неработающих пенсионеров с 1 января предусмотрена индексация страховых пенсий на 7,05%. И с 1 апреля 2019 года у нас индексируются государственные пенсии на 2,4%. Спасибо, Светлана Вадимовна. Дорогие телезрители, мы с вами сегодня много получили информации об изменениях в пенсионном законодательстве. Но изменения внесены не только в пенсионное законодательство, изменения внесены и в бюджет Российской Федерации, и в закон о занятости населения, в налоговый кодекс, в уголовный кодекс. Обо всем мы с вами поговорим в следующей передаче. Если у вас возникают вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения, просим их задавать по телефону горячей линии 2 12 31 или приемное управление Пенсионного фонда в городе Канаш 2 18 54. До свидания, до новых встреч.